Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня, 2 июля, во Дворце нации, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял федерального министра иностранных дел Иняцио Касиса, федерального министра финансов Карин Келлер-Зутера и председателя Швейцарского национального банка Томаса Джордана. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Швейцарии и их взаимоотношений в рамках международных и региональных организаций. Мы считаем Швейцарскую конфедерацию нашим надежным партнером на международной арене, и ваша страна занимает особое место во внешней политике Таджикистана, заявил в начале встречи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Дальнейшее расширение связей во всех областях, таких как политика, межпарламентские связи, экономика и сельское хозяйство, было названо взаимовыгодным. Было признано необходимым привлечение капитала Швейцарии и ее современных технологий в развитии сфер гидроэнергетики, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики, добычи и переработки природных ресурсов и цифровизации экономики. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о налаживании сотрудничества в других взаимовыгодных секторах, в том числе в сфере туризма, культурно-гуманитарных связей, науки и образования. Была также выражена удовлетворительная постоянная координация в рамках международных и региональных организаций по ключевым вопросам современности. Подчеркнута постоянная поддержка Швейцарии реализации глобальных инициатив Таджикистана в области воды и климата. В ходе встречи также было обсуждено сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, а также транснациональной организованной преступностью, в том числе контрабандой наркотиков и киберпреступностью. Сегодня премьер-министр Исламской республики Пакистан, уважаемый Шахбоз Шариф, прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Куки Расулзода и другие официальные лица.
2 июля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбоз Шариф прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом. Церемония официального приема высокопоставленного гостя состоялась на празднично украшенной площади Дворца нации. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбоза Шарифа и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя к государственному флагу Таджикистана, а также знакомством с официальными делегациями обеих сторон, и завершилась торжественным маршем подразделений почетного караула перед лидером нации и высокопоставленным гостем. Июля обсуждение вопросов развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном началось на встрече глав государств в узком формате и продолжилось в ходе переговоров с участием делегаций двух стран. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал в Таджикистане премьер-министра Исламской Республики Пакистан, уважаемого Шахбоза Шарифа, и официальную делегацию этой страны. Мы считаем весьма важным торгово-экономические возможности Пакистана, его геостратегическое положение и влияние в регионе Южной Азии и исламском мире. В связи с этим мы заинтересованы в укреплении и расширении нашего сотрудничества с братским Пакистаном, подчеркнул лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале встречи. В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и комплекс вопросов, связанных со всесторонним расширением торгово-экономических связей Таджикистана и Пакистана. В этом контексте стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении связи в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и различных отраслей промышленности, в том числе легкой и пищевой промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, а также сельского хозяйства. Кроме того, в целях расширения других аспектов сотрудничества было сочтено необходимым провести заседание совместных рабочих групп по нефти и газу, энергетике, совместного совета предпринимателей, форума предпринимательства Таджикистана и Пакистана и создать совместный совет компаний по грузоперевозкам двух стран. В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в энергетической сфере стороны обозначили своевременную реализацию проекта КАСА-1000 реальным связующим звеном стран обширного региона Центральной и Южной Азии. В ходе встречи был обсужден вопрос доступа к международным транспортным коридорам и мировым портам, особенно к морским путям и портам Пакистана. Стороны уделили первостепенное внимание реализации проектов по соединению двух дружных стран автомобильными и железными дорогами. Было признано целесообразным развитие двустороннего сотрудничества в области логистики и рассмотрение возможности создания логистических центров в одном из регионов юга Таджикистана и на севере Пакистана. Другими вопросами переговоров на высшем уровне стали расширение связи в области науки и образования, выделение квот для студентов, развитие культурно-гуманитарных отношений и здравоохранения. В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно тревожного процесса роста нестабильности ситуации в мире, уязвимости системы международной и региональной безопасности, борьбы с транснациональными угрозами и вызовами. Было выражено удовлетворение последовательным сотрудничеством Таджикистана и Пакистана в рамках международных и региональных организаций. Была выражена признательность дружному Пакистану за его постоянную поддержку важных инициатив Таджикистана в области воды и климата. В ходе встреч и переговоров на высшем уровне Таджикистана и Пакистана также состоялся плодотворный диалог по другим актуальным вопросам, представляющий взаимный интерес. После встречи и переговоров на высшем уровне Таджикистана и Пакистана состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. В присутствии и с участием лидера нации и премьер-министра Пакистана было подписано 9 важных документов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и премьер-министр Исламской Республики Пакистан, уважаемый Шахбоз Шариф, подписали совместное заявление между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан по итогам государственного визита премьер-министра Исламской Республики
Республики Пакистан в Республику Таджикистан и соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан. Затем были подписаны следующие документы. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан на 2025-2026 годы. Протокол о намерениях сотрудничества между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Федеральным Министерством морских дел Исламской Республики Пакистан по расширению сотрудничества в области экспорта и импорта промышленных товаров и продукции. Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Таджикистана и Академией наук Пакистана. Дорожная карта между Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Корпорацией развития туризма Исламской Республики Пакистан. Дополнительный меморандум между Агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и Администрацией гражданской авиации правительства Исламской Республики Пакистан по предоставлению услуг воздушной связи. Меморандум между Таджикским национальным университетом и университетом Пенджаба. Меморандум о сотрудничестве между Федерацией крикета Таджикистана и Советом крикета Пакистана. После завершения церемонии подписания документов уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Шахбоз Шариф провели пресс-конференцию и оценили как плодотворные итоги таджикско-пакистанской встречи и переговоров. Далее. Сегодня состоялось заседание группы электората Международного валютного фонда и Всемирного банка. Заседание открывает новые возможности для страны по укреплению сотрудничества в рамках государств-членов электората с целью дальнейшего повышения авторитета Таджикистана на международной арене и предоставления новых инвестиционных возможностей. Впервые в Таджикистане проходит заседание группы электората Всемирного банка и Международного валютного фонда. Отметим, что все выступающие отмечают прекрасную организацию мероприятия, великолепную природу Таджикистана и таджикское гостеприимство. На мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода, руководство Международного валютного фонда, Всемирного банка, Министерств финансов и центральных банков Швейцарской конфедерации, Польши, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии и Таджикистана. На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с проблемами мировой экономики, финансами, банковского сотрудничества, путями продвижения монетарно-фискальной политики, снижения инфляционного давления и другие важные вопросы. На открытии заседания первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода отметил, что 2024 год стал знаковым для Таджикистана. Принята новая программа Международного валютного фонда, программа координации финансовой политики, а также состоялся визит директора Международного валютного фонда в Таджикистан. Все это демонстрирует готовность страны к реформам. И повышению прозрачности нашей экономики. Прозрачная экономическая система позволит Таджикистану укрепить доверие иностранных инвесторов, способствовать развитию бизнеса и инфраструктуры страны. И Таджикистан, и Казахстан входят в одну группу, которая возглавляется нашими швейцарскими коллегами. Как вы знаете, швейцарский национальный банк является одним из ведущих банков, одним из наиболее продвинутых. Он является эмитентом резервной валюты швейцарского франка. Поэтому я считаю, что нам повезло, что мы находимся в этой группе. Эта группа проводит выездные заседания, но это бывает достаточно редко, поэтому я считаю, что то, что в Таджикистане сейчас это происходит, это большое событие для финансового сектора республики. Обсуждаются самые разные вопросы, от глобальной экономики, глобальных финансов до каких-то конкретных вещей, связанных с нашими странами непосредственно. Я думаю, что есть и теоретический, и практический смысл и польза от таких встреч. Я считаю, что все люди, которые приехали сюда, увидели, насколько динамично развивается, в первую очередь, сам Душанбе, столица, но в то же время не только столица, а весь Таджикистан.
Я лично в Таджикистане не первый раз, но был здесь некоторое время назад, уже вижу большое количество изменений. Это не может не радовать, потому что Казахстан и Таджикистан связывают давние исторические связи. У нас прекрасные отношения на высшем политическом уровне, наши президенты регулярно встречаются. И, на мой взгляд, это правильный путь. Это правильный путь двигаться вместе, развивать центральноазиатскую интеграцию, больше торговать, инвестировать, потому что мы большой и сильный регион, нам нужно двигаться сообща. В рамках заседания прошли двусторонние встречи стран-членов электората с делегациями Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также пленарные заседания. По итогам были подписаны документы о сотрудничестве. Юсуф Мажди, первый заместитель министра финансов Республики Таджикистан. На сегодняшнем мероприятии было подписано меморандум между Министерством финансов Республики Таджикистан, Всемирным банком, а также Министерством финансов Швейцарской конфедерации, реализации инвестиционных проектов в секторе цифровизации. Данный проект будет реализован совместно со Всемирным банком, софинансированный швейцарской стороны. Объем этого проекта 46 миллионов долларов составляет, и оно охватывает несколько секторов экономики, где планируется внедрение цифровых платформ, цифровых технологий, а также представление государственных услуг в цифровом формате. Заседание открывает новые возможности для страны по укреплению сотрудничества в рамках государств-членов электората с целью дальнейшего повышения авторитета Таджикистана на международной арене и представления новых инвестиционных возможностей. Зумрат Файзиева, Фарходи Восе, Джовид Низоми. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.